В Ухтинском кванториуме впервые прошли открытые защиты итоговых ученических проектов. Свои идеи юные инженеры представили на суд жюри, а самые оригинальные и проработанные были отмечены и получат поддержку для реализации на рынке. Ознакомилась с уникальными изобретениями и увидела их в действии и Виктория Науменко. Бутылка для контроля количества выпитой воды, многофункциональный аэроконструктор и многое другое. На суд жюри представлено 11 совершенно разных проектов. Ни один не имеет аналогов. Так Денис Колодочка создал уникальное обучающее приложение по сборке кубика Рубика. Изначально у меня было два хобби – это спидкубинг и программирование. И в какой-то момент я пришел к тому, что можно это все объединить. И в итоге получил вот такое приложение, которое поможет людям научиться собирать кубик Рубика, при этом сразу имея возможность попробовать всю нужную информацию. Кубик Рубика, сборка голландок – это вообще развитие, во-первых, мелкой моторики, мышления, потому что идет рассчитывание ходов, что делать в первую очередь, что можно оптимизировать и как вообще сделать быструю сборку, например. Среди проектов юных изобретателей не только обучающие, но и те, которые могут облегчить быт. Например, портативный ланчбокс с подогревом. Его можно сравнить с микроволновкой, которая помещается в рюкзак и контролируется с помощью мобильного приложения. Работу пробного образца, кстати, напечатанного на 3D-принтере тут же в кванториуме, ребята охотно демонстрируют жюри и прямо в аудитории подогревают рис. Цены мы не знаем, мы в него вложили около 6-7 месяцев работы. Неизвестно, сколько материалов на этот прототип ушло. Цена будет, никогда, если это пойдет в производство. Умный ланчбокс – один из проектов, отмеченных жюри. Ребята провели полный цикл проектной деятельности от генерации идеи до ее воплощения. Изучили рынок, сделали вывод об актуальности изобретения, запрограммировали устройство, создали мобильное приложение для управления. Теперь у изобретения есть все шансы для реализации на рынке. Осталось найти инвесторов. Для этого изобретение будут презентовать на различных конференциях и форумах по всей стране, делится директор Ухтинского кванториума. Он будет ездить по разным конкурсам, конференциям по стране, и, возможно, где-то его заметят. Чтобы его вывести полноценно на рынок, нужно что-то в районе 1,5 миллиона рублей. Если случится так, что ребята найдут таких людей, таких инвесторов, которые готовы попробовать дать эти деньги, чтобы вывести на рынок, то у ребят, можно сказать, если будет, скажем так, плюсовой эффект от реализации, то у них все, у них жизнь задалась. Они станут стартаперами новой развивающейся компании, которая выпускает автономные ланчбоксы. Технопарк в Ухте официально открылся в декабре 2020-го. И прошлый учебный год здесь прошел в качестве обкатки. Тогда у ребят было не так много времени на проработку итоговых проектов. Защиты проходили в более камерном формате. Так масштабно, с участием жюри из первого в республике Сыктывкарского кванториума, юные ухтинские изобретатели презентуют свои проекты впервые. Однозначно это очень важно для региона, потому что нигде, кроме как, наверное, на подобных площадках, сегодняшние молодые кадры не могут сформироваться. То есть даже с точки зрения дальнейшего поступления в профильные вузы, кванториумы, IT-кубы, ДНК-центры – это именно тот старт, который и развивает интерес у ребят, и дает необходимые стартовые навыки, которые дальше можно развивать, которые дальше можно применять. Сеть детских технопарков Республики Коми, как по всей стране, продолжает активно развиваться. При этом технопарки взаимодействуют и перенимают опыт у предшественников. Так, в этом году кванториум планируют открыть в Воркуте. Сыктывкарские и ухтинские коллеги уже готовы к продуктивному сотрудничеству. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.